Давным-давно было место одно, где не жила ни одна душа, не ступала ни одна нога. И жили там старик Янберде, давший жизнь, со старухой Янбыкой, где край родной не знали, где мать с отцом позабыли. А вскоре, говорят, родилось у них два сына. Шульген – старшему имя, Урал – младшему. Сколько детей было у Урала-Батыра и как их звали? Не знаю. А ты знаешь? Нет. А вы можете назвать самый популярный башкирский эпос? Пока не знаю. А ты? Я тоже. Из чего нельзя было пить Уралу и его старшему брату? Мы пока не знаем. Нам еще не рассказывали. Урал-Батыр – памятник башкирской словесности, один из самых старых эпосов на земле. В древности он передавался из поколения в поколение поэтами-сказителями. Ученые оценивают его возраст около 4000 лет. Он схож с другими произведениями этого же жанра и стоит с ними на одном уровне по своему объему, происхождению и смыслу. В нем рассказано о жизни, о истории, о смысле жизни башкирского народа. В нем также отображено сопротивление добра и зла, смерти и бессмертия. Спят спокойно уральские горы, их сон баюкают 4 реки с именами прекрасных батыров. Не замутняются белые воды. И все живущие тут народы из поколения в поколение чтят и помнят прекрасных батыров. Как звали старшего сына старика Янберде и старухи Янбики? Шульген. Из чего нельзя было пить Уралу и его старшему брату? Из раковины. Кто подарил Уралу-Батыру Акбузату? Хомай. Сколько сыновей было у Урала-Батыра? 2. Нет, там 3. Назовите одного из сыновей Урала-Батыра. Нугуш. Идель. Я их.